Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что вас скоро очень сильно удивит и по-настоящему порадует. Давайте посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свои временные рамки. Я буду смотреть на 3 недели. Вы можете загадать чуть меньше, либо чуть больше срок. Ну что, давайте приступать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вот это да, вот это поворот. Тут огромное удивление и даже шок, и даже какое-то недоверие с вашей стороны. А потом, через время, у вас прям большая радость. Вы в загаданный срок получите какое-то очень-очень сильно необычное предложение. Таких предложений вы еще не получали. Ни от кого и никогда. Поэтому вам покажется, что это что-то странное. Недоверие вижу. Вы так головой как-то делаете и руку вот так вот. Нет, я не понимаю, что это. Ах, если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. У вас, как знаете, даже пятитесь в обратную сторону. А тот, кто предлагает, делает, наоборот, несколько шагов к вам. И прям на вытянутых руках вам вот какую-то чудо-юду предлагает. Ну, удивит так удивит, да, заставит задуматься. И человек будет невероятно настойчивым. Вот прям ни в какую, да. Вы в отказ, а человек такой нет. А человек наступает, говорит, вот возьми и все. Вот давай, вот попробуй, прям уговаривает вас. И, наверное, после каких-то размышлений, да, либо вы видите, что человек такой настойчивый, не отстает, вы соглашаетесь. А через время, я даже скажу, тут 5 показана, да, 5 дней, скорее всего, вы поймете, что это вообще счастливый случай, что вам так повезло, что вы оказались в числе каких-то супер-супер везучих людей, что вам это предложили, да еще и уговорили принять. И у вас прям, знаете, над головой, как будто бы, видите, золотая рыбка прыгает. Ну, то есть это даже больше, чем сбылись заветные мечты. Вот такое состояние. Это какая-то невероятная детская радость. Даже в детстве, наверное, дети такими счастливыми не бывают, как вы себя счастливой ощутите. Смотрите, огромная золотая красивая рыбка, такая шикарная, с таким вот прям хвостиком необычным, над вашей головой перепрыгивает, да? Это ж сколько эмоций, это ж сколько визга, восторга, удовольствия, радости. Ну, предложение на миллион, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, пусть каждый получит, пусть у каждого мечта исполнится. Вы знаете, я вот очень любопытный человек. Не знаю, как вы, но я очень любопытный человек. Мне так хочется, ну, хоть чуть-чуть узнать, что это, потому что я такого тоже не видела. А раз это предложение, которого никогда не было до этого момента, да, я прям очень хочу. Можно я чуть-чуть посмотрю на картах? Но хоть одним глазком, да? Что это за предложение? Что это за чудесная рыбка, которая перепрыгивает вашу голову, да? Над головой летит ваша, прям в полете, да? Хвостиком машет. Ну, покажите высшие силы, уважьте, да? Ну, хоть чуть-чуть. Так, капелюшечку покажите, что это за рыбка такая, что за чудо такое неземное. Что это может быть? Да? Вот нам интересно, мы обычные люди. Так, ну я где-то так и понимала, да, что высшие силы не раскроют. Это сюрприз. Смотрите, вышла карта Клевер. Карта Клевер в колоде Ленорман – это самая счастливая карта. Что такое Клевер? Это везение, это счастливый, самый счастливый случай в жизни. Вот он вам и выпадет. Вот, как хотите. Хотите, заскриньте песочек, хотите вместе с картой заскриньте. И пусть на вашем гаджете хранится и поскорее привлекает это все хорошее. Поскорее, да, чтобы оно у вас исполнилось. Ну, спасибо и на этом высшие силы.
что клевер показали. То есть, в принципе, это может быть что угодно. Там и большие деньги, и должности, и выигрыши, и любовь может быть. Да все может быть, да? Что-то неземное, прекрасное, воздушное и наполненное счастьем и радостью. Ну, дай Боже, еще раз тут, чтобы не сглазить ваше счастье. Дальше. Вас также удивит какой-то знакомый вам человек. Но здесь удивление с левой стороны и удивление, ну, не совсем такое, знаете, восторженное. Здесь наоборот. Человек как-то странно себя поведет. Ну, допустим, да, у вас все было хорошо, там общались, дружили, там, либо встречались, да, как-то у вас там хорошие отношения сложились в целом. И тут человек включает холод, да, вот прям идет, как сосульки нарастают, как ледовая корка появляется. Такой холод дикий, арктический, да, почувствуете, и ну, недопонимание, да, почему так произошло, почему человек в моменте вас холодом обдает, за что, почему, да, очень много мыслей в голове. Понятно, что вы начнете искать причину в себе, а причина не в вас. Причина в том, что этот ваш знакомый человек еще та крыса оказался, да, либо окажется, да, еще той крысой. Знаете, как мне идет? Мне идет, что человек какие-то свои проблемы, либо несчастья, неудачи буквально повесил на вас, что якобы вот из-за вас у него там что-то хорошее не произошло, либо у нее что-то хорошее не произошло. То есть человек без суда и следствия в своей голове прямо вынес такой вердикт, что это вы виноваты, что вот у меня бы было все хорошо, если бы не вы. Если бы вы там не вмешались, что-то не сказали, что-то не сделали, да, вот буквально какую-то, ну вот свою неудачу, да, перевешивает на вас и винит вас. Но, конечно, это поведение крысы. Человек, который не хочет осознавать, что это был мой косяк, что это я там просчиталась, либо я неправильно поступила, ищет виноватых вовне. Да? А кто вовне? Вы, потому что вы близкий человек, либо вы рядом были в тот момент. То есть вплоть до того, что человек может так сказать сам себе, что вот если бы она меня уговорила, у меня бы было все хорошо. А вот она меня не уговорила, значит, у меня теперь все плохо. Либо, может быть, человек увидит вот это ваше состояние с этой прыгающей рыбкой и затаит злобу и скажет: да как-то, да почему так, почему это именно у него эти рыбки золотые над головой прыгают, а мне, а я чем хуже, да, вот какая-то вот даже зависть может очень сильная пойти. И я вам скажу так, это, конечно, очень неприятно, это очень возмутительно, но это очень такой прям серьезный звоночек, red flag, да, как хотите, так и называйте. Вам не нужно объясняться с этим человеком, либо добиваться там ответа, что произошло, да почему ты на меня обиделась, а просто отступите и живите свою жизнь. Человек оказался крысой, да? Под личиной человека скрывалась настоящая, завистливая, подлая, злобная крыса. Вот и все. Так иногда в жизни бывает. И всякие такие моменты, критические моменты, проблемные моменты, кстати, связанные с удачей, с везением, как раз-таки открывают эту крысиную натуру. Вот как-то так мне идет. Конечно, вас удивит, что так все плохо произошло, но с другой стороны, что есть, то есть. И, к сожалению, а может и к добру, да, случилось то, что случилось. Все, делайте правильные выводы и ни на кого не оглядывайтесь, умейте прощаться, умейте развернуться и уйти в свою сторону. Ведь самое главное – это вы и ваша жизнь. А все остальные люди, они пришлые. Сегодня один пришел, завтра другой придет. Понимаете? Это так работает. Дальше. Что удивит, что порадует? Ну, здесь вот больше на радость похоже с правой стороны. Я вижу, что вы с кем-то вместе как-то за ручку взялись и что-то делаете, либо что-то вместе сделаете. И вот мне идет, что вас порадует этот конечный хороший результат. То есть вы так будете довольны тем, что у вас получилось так здорово посотрудничать, довольны будете
что вот то, что вы создали, да, оно там и успешное, и удачное, и интересное, и полезное, наверное, будет. Ну вот как-то вы за ручку беретесь, да, и вместе делаете. А может, вы вместе куда-то поедете, да, что-то купите, приобретете. Вообще, может быть, вы пара, муж с женой, там, парень с девушкой. Поедете, что-то купите вместе за ручку, да, в полном согласии, в идиллии. Это хороший знак, добрый знак, да, такая вот сердечная, теплая радость мне идет. А если на работе вы с каким-то коллегой, либо там, не знаю, с кем-то еще какой-то заказ делаете, либо какую-то серьезную работу проведете, то результат будет потрясающим, и вам самим будет приятно, и там начальство похвалит. Да, ну, это неплохо, это очень-очень неплохо. Дальше. Вижу какое-то семейное мероприятие. Может быть, это и не мероприятие, может, вы просто соберетесь с семьей, посидите, может, к родственникам съездите, либо родственники к вам приедут. Возможно, ну, бывает, да, в семьях такое иногда бывает, кто-то кем-то недоволен, либо кто-то с кем-то там через губу общается. А вот здесь показано именно мероприятие, когда люди друг другу улыбаются, с друг другом очень мило, тепло общаются, да, вот какое-то теплое единение, согласие, и все как будто бы, ну, на равных, да, стол круглый, и нет кого-то более важного, либо кого-то менее важного. Да? Вот так хорошо посидите, пообщайтесь, и эта память, она долго будет согревать ваши души. Вот прям врежется в память вот это идеальное состояние добра, позитива, принятия, понимания. Вот как-то так посидите. Может быть, вас там будет немного, а может и много. Но вот никто не ссориться, не ругаться, не подстебывать, не высказывать свое недовольство точно не будет. Хороший знак. Дальше. Какое-то красивое место вас очень удивит. Удивит до глубины души своей красотой и тем, как оно на вас влияет. Ну, допустим, это может быть лес, да, природа, пляж, может быть, да, вот придете, скажете, боже, как красиво, да, как красиво, погуляете там, и прям почувствуете, как вы энергией напитываетесь, да, как вам там легче становится, как усталость уходит, как тревога вас покидает. Вот прям отдохнете, мне идет, отдохнете душой и телом. Ну, мне больше идет, да, что вы где-то будете. Вот красивая природа, красивый пляж, там красивая местность, да, вот попадете. Может быть, вы не особо любите, да. Есть люди, которые не очень любят. Но вот вас пригласят, либо так получится, что вы туда попадете. Прям природа наполняет таким замечательным энергетическим составом, который заставляет прям светиться ваши глаза. Да? Вы хорошо заснете, вы хорошо будете спать, вы на утро проснетесь, прям огурчик, да, бодрячком будете. Возможно, вы потом после этого будете постоянно туда приезжать, убирать свою усталость, получать свою дозу энергетики, да, восстанавливать себя будете. Ну, какое-то очень красивое место мне идет. У вас удивление от этой красоты и от того, как это место на вас влияет, ну и радостно, потому что вы прям лучше себя чувствуете, реально лучше. Может, радость не будет такой прям очень сильно явной, но тем не менее радостно на сердце, на душе. Дальше. Буква В, буква О, буква Ю, буква Н, буква А. Вот эти буквы, которые я назвала, здесь вот показывают, что вы как проблему какую-то решите. Причем решить очень легко. Либо вы придете решать, а вам говорят, а решать больше нечего. Все, проблемы закончились. И вы прям выдыхаете и думаете, ну надо же, как мне повезло на самом-то деле. Да? Либо какое удачное стечение обстоятельств. Оказаться в нужном месте, в нужное время, либо, может, вы, не знаю, затянули время, откладывали до последнего, и тут вы настроились, приходите, а все, а уже проблемы нет, да, она сама себя исчерпала. То есть прям, знаете, время появится на себя, для себя, настроение улучшится. Хороший знак. Тут судьба удивит, да, а может какой-то человек удивит.
Может, кто-то за вас уже что-то сделал, да, вы еще об этом не знаете, а потом вы узнаете и скажете: о, молодец, молодец, помог, да, вмешался, помог. Так, еще. Ну вот мужчину показывают. Мужчина, который очень сильно старается. Старается заработать деньги, я так понимаю. Ну, у кого-то точно старается заработать деньги, потому что у него рыба за спиной, причем рыба крупная. А у кого-то отыграется, что мужчина старается доказать свою любовь. Ну вот что я люблю только тебя, только ты мне нужна. И я там готов на все ради того, чтобы ты там счастливая была, да, довольная была. На самом деле это очень похвально. И, ну вот, знаете, лучше сделать одно действие, чем там 1000 слов сказать. И хоть принято считать, что женщины любят ушами, но на самом деле это бред. Каждая женщина прекрасно дает себе отчет, что наговорить можно что угодно и пообещать можно что угодно. А если человек дальше слов не отходит, то зачем такому человеку верить и вообще зачем такому человеку давать шанс? Может, вы поссорились, может, вы выказали свое недоверие этому мужчине, может быть, вы критиковали этого мужчину. И вот он решил, что не веришь словам, я покажу тебе в действиях. Вот эту огромную рыбу он с большим-большим трудом будет ловить, будет очень стараться ее выловить, и причем вот будет прям конкретно искать крупную. И принесет вам как трофей, как доказательство своей состоятельности. Да, если это деньги, то доказательство состоятельности, что вот я могу зарабатывать, я могу тебя обеспечивать, я могу решать там какие-то финансовые вопросы, задачи. А если это идет речь про любовь, то мужчина как-то придумает каким-то подарком, наверное, да, выразить свою любовь, либо какой-то помощью выразить свою любовь. Но это что-то большое, да, потому что рыба тоже очень большая. И, возможно, когда вы его спросите, а как ты это сделал, либо там, а сколько это стоит, а что ты сделал, чтобы заработать эти деньги, он вам правды не скажет. Он как-то отмахнется, скажет: да мелочи, ерунда. А на самом деле, я вам говорю, что он очень-очень сильно старался, и эта рыба далась ему большим-большим трудом. Вот идет мне, что он кровью и потом добыл эту рыбу, да, либо добудет эту рыбу. Тьфу-тьфу-тьфу, пусть старается. Конечно, вас это удивит, потому что, судя по всему, вы совсем уже не ждете, либо вы разочарованы этим человеком, либо вы уже не верите этому человеку, может, он там где-то проштрафился, да, где-то репутация его была подмочена, но тем не менее действия будут, действия очень, я вам скажу, серьезного масштаба, да, потому что рыба, смотрите, какая огромная. Вот он сам стоит, да, а вот она рыба, практически с него размером, почему бы и нет. Так, дальше. Здесь вот какой-то грибочек растет, но он пока, правда, очень маленький, и он только лишь вот начинает, да, в рост идти. Грибочек, который на каком-то ровном месте, наверное, растет. Либо растет там, где грибы в принципе никогда не росли. То есть, если вы грибник, то вы приблизительно разбираетесь, да, в каком лесу какие грибы могут вырасти. То есть там маслята в одном месте растут, там белые в другом растут, там рыжики еще в каком-то, там подберезовике, там понятно, да. Я как бы не очень грибник, но у меня дедушка очень любил грибы собирать. И вот пока я была маленькая, постоянно мы ездили. А сейчас, конечно, их и негде собирать, если честно. И я не очень хорошо в них разбираюсь. Вот. Неважно, не суть, да. Я уже ушла в свои какие-то воспоминания. Извините. А здесь вот конкретно показывают, что в месте, где отродясь грибов не было, вообще никаких, даже вот там прям, не знаю, поганок не было, даже эти не грибы, а как плесень, да, они что же типа грибы. Вот ничего не было, да, пустое голое место, там растет гриб. И, конечно, вы ахнете, конечно, вы удивитесь, конечно, для вас это будет смешанное чувство, да, удивление, восхищение и радость. Единственное, о чем вас просят свыше, это то, чтобы вы этот гриб раньше времени не сорвали. То есть ему нужно время, да, чтобы еще больше вырасти, для того, чтобы вы уже как вдоволь смогли покушать этого гриба. Грибы у нас обычно результаты, и тоже деньги могут показывать грибами. Да? Место это в будущем станет грибным. То есть там не один будет, там много будет разных грибов расти. Но это со временем у вас идет. Сейчас растет первый гриб. То есть это говорит о том, что
на голом месте, на пустом месте, да, у вас появляются буквально какие-то серьезные возможности добиваться серьезных результатов, либо возможности зарабатывать. То, что вы считали ничем, пустым местом, на самом деле окажется очень такой прям конкретной, щедрой грибницей. Да? Грибы будут расти. А этот первый гриб, он как предтеча, он буквально говорит: смотри, место-то непростое на самом деле, да? Видишь, какой я вырос красивый. А там еще мои братики и сестрички будут расти, да? Дождись, да? Моя семейка скоро прорастет. Может, вы в чем-то разочарованы. Может быть, вы считаете, что то, что вы знаете и умеете, никак нельзя монетизировать. Либо вы, как специалист в своем там знании, профиле, в своем направлении не востребованы. То есть никому не нужна ваша профессия, либо никому не нужны ваши там профессиональные навыки. А окажется все ровно наоборот. Вот именно сейчас, в это время, как раз возникает интерес к вашей профессии, к вашему роду деятельности, к вашей специальности, к вашим навыкам. Да? Вот как-то так мне идет. И еще, возможно, вы действительно вот запутались и не знаете, что вам делать, куда вам идти. И неожиданно для себя вы поймете, либо вам откроется информация о том, на чем можно заработать именно сейчас, да, в современных реалиях, что пользуется спросом, либо что является какой-то редкостью, уникальностью. И вот кто будет в числе первых, да, войдет в первый эшелон, все сливки, все самое вкусное сможет забрать себе. То есть такой хороший жизнеутверждающий знак. Дальше, мои хорошие, здесь показана пятерка, перерождающаяся в шестерку. Пятерка вообще сама по себе цифра, ну так себе, не очень, да. Это конфликты, это борьба, это тирания, это могут быть всякие моменты там конкуренции, вражды, недоброжелательства. А шестерка наоборот, цифра сотрудничества, помощи, взаимоподдержки. Такая вот, знаете, основательная цифра. У вас пятерка перерождается в шестерку. То есть, скорее всего, кому-то из вас придется взаимодействовать с людьми, с кем у вас были напряженные отношения, либо какие-то критичные отношения, либо враждебные отношения. Но вот так придется, да? Так придется. Либо вы с кем-то объединитесь против кого-то. Ну, как говорят, враг моего врага – это мой друг, да? Так иногда тоже говорят. Но мне больше похоже, что вот придется посотрудничать, либо вы друг другу будете нужны, важны, помогать, либо какую-то деятельность вместе будете осуществлять, либо пересмотрите свои отношения и поймете, что зачем нам конкурировать, а зачем нам выяснять отношения, зачем нам ругаться, зачем нам ссориться. Зачем вообще эта вся вражда? Она ни к чему хорошему не ведет. Одно расстройство и переживание, да? Перерождение идет. Причем перерождение, как я вижу, взаимное. Взаимное и шок, да, как у вас, так и у того, с кем у вас эта пятерка была. То есть вы вдвоем как-то смотрите на эту пятерку, поверить в это не можете. А еще вот пришла информация о том, что, возможно, вы, допустим, в отношениях с кем-то так сильно разругались, что там плевались в сторону друг друга и прям кричали, что никогда больше в жизни не будете общаться. А время как лечит, да? Время прошло, и вы вот встретитесь и поймете, что больше никаких негативных мыслей и ассоциаций нет. Что вот вылечились вы, да, от этого гнева, либо осознали, что там было у вас не так, либо как проявили оба нетерпение, вместо того, чтобы сесть договориться, вы просто очень сильно поругались. Да? Все-таки перерождение показано. Так что на самом деле очень хороший знак. Так, дальше. А вот тут показано, что вы что-то сможете как купить, наверное. Радость от покупки, скорее всего. Ну, допустим, да, вот допустим, вы что-то очень хотели себе купить, но не могли себе позволить, потому что цена прям конкретно кусалась. У кого-то отыграется, что вы, допустим, искали что-то, чтобы вам, там, не знаю, помогало по дому, в работе, в делах. И тут вы приходите там, в магазинчик и видите рекламу какого-то чуда, там, гаджета, например, да, либо какого-то прибора, устройства.
и думаете, ну надо же, да, вот у людей фантазия, инженеры дают, какая-то очень супер полезная вещь. То есть радость от покупки идет. Либо вы накопили сумму, пошли и купили себе это наконец-таки, да, подарили. Либо вы увидели то, что раньше не видели, и вы можете это приобрести, и вы понимаете, что с этой штукой у меня там прям руки развяжутся, и больше будет свободного времени, и там, не знаю, еда вкуснее будет, и то, и все. Ну, какое-то, знаете, такое прекрасное состояние, ощущение, и я вижу, что это что-то конкретное, что можно подержать в руках. То есть это покупка мне идет, да, покупка. Наконец-таки это случилось. Ну вот, например, там девушка мечтает о фене Dyson, а он дорого стоит. То есть, в принципе, можно и не Дайсоном сушить себе волосы, и, скорее всего, она сушит не Дайсоном. Но вот хочется, да, вот у всех есть, а у меня нету. И тут вы где-нибудь там найдете со скидками, либо кто-то там уезжает и свой продает, да, вот как такой вариант может быть. Может еще что-то. Ну, радость от обладания, что теперь эта вещь у меня есть, и я ее себе купила и могу там пользоваться, да. И мне теперь очень-очень хорошо. Мечта исполнилась, либо желание исполнилось. Ближе к венцу показаны какие-то как змеи, но эти змеи настолько мелкие, как будто бы это и не змеи, а, допустим, какие-то, не знаю, червячки. Червячки, которые, ну, вот как дождевые червяки. Хотя, да, дождевые бывают тоже очень крупными. Ну, конечно, не размером со змею, но тем не менее. У кого-то точно отыграется, что вы просто вот как-то посмотрите на своих этих врагов и скажете: Господи, какие вы мелкие, какие вы мерзкие, вы совсем не страшные, да, враги мельчают. А у кого-то, возможно, ситуация, допустим, с паразитами, да, и вы, например, там плохо себя чувствовали, но вам кто-то посоветовал, либо врач там выписал назначение, вы провели, допустим, антипаразитарную чистку, и все закончилось, у вас прекрасное самочувствие, у вас полно энергии, у вас полно сил, у вас ничего там не болит, не мутит. Там у кого-то зверский аппетит был, у кого-то вообще отсутствовал, там у кого-то вздутие, у кого-то тяжесть, да, и этого ничего нет. Так что, мои дорогие, чистки делать антипаразитарные очень полезно, но делайте их, пожалуйста, после анализов и после обсуждения со своим лечащим врачом. Очень часто эти паразиты, ну, понятно, да, мы все биологические существа, и от паразитов страдают все, и люди, и животные, и растения даже страдают. Вот. Но нужно как бы проконсультироваться с врачом, сделать эту чистку и войти в новую, счастливую, здоровую жизнь. Когда паразиты находятся в человеке, понятно, что они там живут, они создают отходы своей жизнедеятельности, которые вот как токсины, да, отравляют организм, влияют там и на мозг, и на сознание, и на жизненные силы, и на какие-то органы, да, ну, на определенные, да, не какие-то, определенные органы влияют. И да, иногда вот прям причина вашего недомогания, либо какого-то такого, ну, нестабильного состояния, это конкретно паразиты. Я серьезно говорю, вы все разные. Отсыпка общая. Здесь у кого-то враги мельчают, да, змеи становятся маленькими червячками, а у кого-то это конкретно паразиты, которые мешали вам нормально жить. И вот вы их прогоните, да, и все у вас наладится. Ну, либо посмотрите на своих врагов и скажете: какие вы мелкие, фу. Даже как-то стыдно вас бояться. Как я могла там на вас смотреть, там что-то о вас думать, как-то там бояться вас. Не-не-не, фу-фу-фу. Мелкие червяки вообще не страшные. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.